Измерить температуру, послушать легкие и проверить горло – это обязательная процедура перед вакцинацией от полиомиелита. Врачи прививают только здоровых детей. После вакцинации еще полчаса под наблюдением педиатра. Прививать детей от полиомиелита начинают с 3 месяцев. Для выработки иммунитета достаточно 6 доз. Вирус полиомиелита устойчив к внешней среде. Инфекция может передаваться через предметы обихода, воду и пищевые продукты. Поражает преимущественно детей до 6 лет. Очень банально, как обычная простуда для нас. Там небольшой кашель, температура, недомогание, инфекционный синдром. Также могут быть тяжелые осложнения полиомиелита, вплоть до паралича. Он может парализовать спинной мозг. Это мышцы шеи, спины, ноги болят, им тяжело ходить. В течение 2 недель может пройти так, и все, и пройти, не вызывая паралич. А уже осложненный 3-й тип уже может пройти вот как параличом какой-то одной части или вплоть до дыхательных мышц, когда приводит уже к... По информации регионального Роспотребнадзора, в Ингушетии случаи острого вялого паралича регистрируются с 2019 года. Вакцинородственный вирус находили и в сточных водах. И единственный способ обезопасить ребенка от необратимых последствий – вакцинация. Только вакцина, профилактика. Больше никак от полиомиелита мы с вами себя никак не сможем профилактировать, так скажем. Мы можем сделать моновакцину, это ИПВ, или пентоксим, куда помимо полиомиелита у нас входит еще АКДС, это столбняк, дифтерия, коклюш, 3,5, 4,5, 6. Там идет первый через каждые 1,5 месяца, потом 4-ю мы ревакцинацию проводим 4 в год, через год, и потом ОПВ проводим. Это когда вы живы. 4 вакцинации и 2 ревакцинации. Врачи рекомендуют следовать их рекомендациям и прививать детей согласно национальному календарю прививок, чтобы выработать коллективный иммунитет. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.